362 погибших, почти 17,5 тысяч заразившихся китайским коронавирусом. К этому часу страны Центральной Азии закрыли свои границы. Вернувшиеся из Китая студенты и туристы помещены в строгий карантин. Официально инфицированных в регионе пока нет. Многие граждане Таджикистана и Узбекистана не могут вернуться на родину. Зарубежные авиакомпании не берут их на борт. Все последние новости о коронавирусе и его влиянии на Центральноазиатский регион в нашей сегодняшней программе. Эксклюзивное интервью госсекретаря США Майка Помпео казахской службе «Радио Свобода» о притеснении мусульман в Синьцзяне, о правах человека в Казахстане и об американских приоритетах в Центральной Азии. Соединенные Штаты Америки имеют четкую позицию по этому вопросу. Где бы мы ни присутствовали, мы просим, чтобы к каждому человеку относились с достоинством и уважением, как они того заслуживают. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. За последние 10 дней количество инфицированных коронавирусом в Китае во всем мире выросло почти в 14 раз. По последним данным, число зараженных около 18 тысяч. Из них в тяжелом состоянии примерно 2300 человек, а в карантине более 150 тысяч. От вируса умерли уже 362 человека. Акрам Абдукахор с самой последней информацией. За выходные статистика вылечившихся наконец-то превысила число погибших – 494 против 362. Однако это не говорит о том, что ситуация в Китае меняется в лучшую сторону. Официальный Пекин впервые с начала эпидемии запросил помощь у Европейского Союза. Китай просит европейские страны оказать гуманитарную помощь в виде медикаментов. По некоторым данным, наиболее эффективным против коронавируса средством оказалась комбинация нескольких дорогостоящих медикаментов, которые обычно выписывают пациентам с ВИЧ. На фоне неуклонного роста числа инфицированных в Китае в Гонконге сегодня началась забастовка медработников. Медсестры, фельдшеры и врачи требуют от местной администрации закрыть границы с материковым Китаем. Участники акции считают, что только таким образом удастся избежать эпидемии на полуострове. На самом деле мы не хотели выходить на забастовку. Мы вынужденно вышли на акцию, так как без этого правительство и администрация не услышали бы нас и наше мнение. Если бы власти действовали быстро и закрыли границу, гражданских протестов в Гонконге можно было бы избежать. Я считаю, что большинство участников нашего союза возмущены слишком медленной реакцией правительства. А накануне в эпицентре эпидемии коронавируса в Ухане строители сдали в эксплуатацию первую часть больничного комплекса на 1000 мест. Как и обещали, они построили ее за 10 дней. С сегодняшнего дня больница Хоушиншань примет первых пациентов. Лечением больных займутся 1400 военных медиков. Все палаты в полной готовности. Обязанность нашей группы по контролю за инфекцией состоит в том, чтобы провести всю подготовительную работу еще до обеззараживания воздуха, поверхностей, предметов и пола. Сейчас мы обучаем на рабочем месте главных медсестер палат. Тем временем из-за коронавируса потребление нефти в Китае снизилось на 20%. По информации американского издания Bloomberg, с 20 января цены на нефть упали почти на 15%, с 60 до 55,5 долларов за баррель. И сегодня же, по подсчетам агентства Reuters, в первый день торгов с китайского фондового рынка отток капитала составила свыше 420 миллиардов долларов. А с момента эпидемии коронавируса китайский фондовый рынок упал почти на 10%. Власти Казахстана экстренно эвакуировали своих граждан из эпицентра заражения коронавирусом. Спецборд вывез из китайского Уханя более 100 человек. Среди них не только казахстанцы, но и жители соседних государств. О состоянии прибывших рассказывает Ернур Дозжанов. Долгожданный рейс прибыл в аэропорт Нур-Султана накануне. Всего на родину вернулись 83 казахстанца. Основная часть – студенты. Помимо своих сограждан, тем же самолетом власти Казахстана по просьбе других стран доставили 18 кыргызстанцев, 5 белорусов и гражданку Армении. Прямо из аэропорта эвакуированных увезли в заранее подготовленное медучреждение в 7 километрах от города. Вот то самое место, где разместили прибывших из Китая казахстанцев. В народе оно известно как тубдиспансер. Специально для эвакуированных здесь выделили корпус. Находиться там на карантине они будут в ближайшие 2 недели. Сейчас у входа дежурит круглосуточно полиция, поэтому просто так попасть внутрь невозможно.
Клиника оснащена всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, сообщили в Минздраве страны. Родным эвакуированных остается только ждать и надеяться на лучшее. В период карантина с прибывшими будут контактировать только врачи. У пациентов уже взяты все необходимые анализы. Состояние каждого по заявлению медиков пока удовлетворительное. Последний раз, уже когда по прилету мы связались, он сказал, что благополучно долетели, повезли их на карантин, сразу об этом предупредили и нас, и всех, что они будут на карантине находиться 14 дней. Все, он говорит, проходим дезинфекцию за городом, все условия проживания нормальные, уже начали брать анализы, обследовать всех. Тем временем в Минздраве заверяют, что Казахстан готов дать отпор смертельному вирусу. Все необходимые для этого препараты имеются. Кроме того, отечественные медики постоянно консультируются со своими зарубежными коллегами. Все препараты, рекомендованные ВОЗ, общеизвестно и имеются в Казахстане в наличии. Сообщаем, что мы также сегодня переутвердили обновленный протокол по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и информации от китайских коллег. Также сообщаем, что мы держим под контролем и изучаем рекомендации других стран. Отмечу, с завтрашнего дня Казахстан полностью отгораживается от соседа. Принято решение прекратить какое-либо авиасообщение с Китаем. До этого было приостановлено движение железнодорожного транспорта и автобусов. Отныне пересекать границу смогут только официальные делегации и грузы. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время Азия, Казахстан. В Казахстан поступили тесты для диагностики коронавируса. Странам Евразийского экономического союза и СНГ на безвозмездной основе их передала Россия, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Тем временем чиновники и владельцы аптек договорились сдерживать цены на противовирусные препараты и маски. Были даже выработаны рекомендации по ценам на некоторые медикаменты. Будут ли они такими на самом деле, расскажет Шалпана Разбекова. Тест-системы для диагностики коронавируса первыми получили Казахстан, Армения, Беларусь и Узбекистан. Ожидаются еще поставки в Кыргызстан и Таджикистан. Новое средство, разработанное вирусологами России, может подтвердить либо опровергнуть диагноз за 2 часа. Правда, казахстанские специалисты пока результаты этих тестов на всякий случай перепроверяют. На сегодняшний день Казахстан и Алмата, соответственно, готовы к проведению тестирования коронавирусной инфекции. Тестирование проводится в течение 2 часов. Дополнительно на подтверждение мы отправляем в ЦРЛ, центральную референс-лабораторию, которая окончательно уже выдает диагноз. О том, как выглядит тест для диагностики, глава департамента пока не сообщает. Сейчас ведутся первые лабораторные работы. Зато известно, что все анализы госпитализированных тщательно изучаются и пока ни один диагноз не подтвержден. Тем временем в Алматы сегодня был подписан меморандум между чиновниками и фармкомпаниями о сдерживании цен на противовирусные препараты и респираторные маски. Мы рекомендовали, во-первых, по выдаче, опять-таки, масок, рекомендовали не более 15-20 на руки, они поддержали рекомендации. И по ценам, то есть средняя цена на сегодняшний день маски составляет 30 тенге. Я думаю, больше его поднимать смысла нет. И, скажем, договоренность была о том, что нормальная цена с учетом сегодняшнего дня 20-30 тенге. Айзат Молдагасимова не скрывает, были случаи, когда цена на маски в аптеках вырастала в 7 раз из-за ажиотажа вокруг коронавируса. Но наказать такие аптеки власти не могут, потому как необходимо реальное заявление в полицию по конкретному случаю. А люди готовы жаловаться пока только в колл-центры. В Департаменте общественного здоровья все же предупредили, в случае выявления фактов завышения цен владельцам аптек может грозить не только административная, но и уголовная ответственность с лишением лицензии. А тем временем таджикистанские и узбекистанские студенты устроили акцию протеста в аэропорту китайского города Сиань. Они сделали это из-за того, что не смогли вылететь по маршруту Сиань-Екатеринбург-Душанбе. Они стали выкрикивать на английском «Мы хотим домой». We want go home! We want go home! Студент Низамедин Худжабеков рассказал в интервью таджикской службе радио «Свобода Озоди», что все они купили билеты стоимостью $1000, но сотрудники аэропорта не разрешили им сесть на борт, а на рейс уральских авиалиний смогли попасть только граждане России. В авиакомпании нам сообщили, что согласно распоряжению правительства России, уральские авиалинии с 1 февраля приостановили регулярные рейсы и выполняют только чартерные. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан Российской Федерации. Пассажиры из стран СНГ могут обратиться в службу поддержки пассажиров авиакомпании для возврата денежных средств без штрафов и комиссий.
Узбекские авиалинии из-за вспышки коронавируса также прекращают полеты в Пекин и Урумчи с 4 февраля, сообщает пресс-служба авиакомпании. Тем временем власти Узбекистана начинают эвакуацию своих граждан, которые желают покинуть Китай. Запланировано 2 чартерных рейса из Пекина в Ташкент 4 и 5 февраля. Как заявил радио Зодли, консул Узбекистана в Пекине Бобур Яхьяев, китайская сторона также разрешила вывести из Ухани узбекистанских студентов. Для них будет отправлен еще один самолет. Дипломат призвал всех граждан Узбекистана, которые находятся в Китае, связаться с консульским отделом. Бобур Яхьяев отметил, что в Ухане находится 81 узбекистанец, а в провинции Хубэй более 90 человек. И список этот дополняется. 285 человек, которые накануне прибыли из Китая в Таджикистан, находятся в карантине, сообщили в Минздраве. Среди них граждане обеих стран, студенты, предприниматели и сотрудники китайских компаний. Их близкие жалуются на очень прохладный прием на родине и на условия содержания. Но Нушерван Арипов продолжит. Ирода Акрамова, мать приехавшей на каникулы из Китая студентки Шахнозы Ледащевой. Со слов дочери, она рассказывает, что в аэропорту Душанбе у той отобрали паспорт, отказали выдать медицинскую повязку, держали 4 часа в старом, неотапливаемом терминале аэропорта, а затем погрузили в маленький переполненный автобус и увезли в больницу. Все это время пассажиров обещали отпустить после медосмотра, но затем все же оставили в медучреждении. Объяснили это решение карантинными мерами. По словам женщины, ее дочь прилетела с юга Китая и была легко одета. В таких условиях чудо, что она не простудилась в аэропорту, говорит женщина. Потому что когда с аэропорта забрали, они нарушили права человека. Они, во-первых, врали, во-вторых, держали там долго на холоде, в-третьих, которое помешало нам прийти туда и привезти все нужное, и в-третьих, еще, как вам сказать, в этом аэропорту, в автобусе они везли в нечеловеческих условиях. Я думаю, что все-таки должны вести по количеству мест, сидячих мест, а не как селедки забить в автобус маленький. По словам Акрамовой, в больнице условия были не лучше, чем в аэропорту. Отопления там не было, пациенты спали в одежде. Тепло дали только утром, и тогда же всех накормили. И еще там не говорили правду, там не говорили, что их положат в больницу, а говорили, что вы пойдете, сдадите анализы и поедете домой. Вследствие чего я и не приехала для того, чтобы отдать теплые вещи и еду. Несмотря на обещанное в больнице питание, близкие тех, кто на карантине, еду им приносят сами 3 раза в день. Буквально несколько дней назад руководство Министерства здравоохранения Республики Таджикистан организовало видеосъемку для представителей СМИ внутри инфекционной больницы города Душанбе. Но сегодня здесь введен строгий карантин. Не пускают никого, ни близких, тех, кто здесь находится, ни представителей СМИ. Продукты питания, родственники, тех людей, кто находится на карантине, могут передать только через КПП, и рядом с которым вывешены списки с именами всех пациентов. Во время съемки работники больницы почему-то сорвали все списки пациентов со стены. Инкубационный период вируса составляет 14 дней, и именно столько проведут под карантином прибывающие из Китая. Причем в лечебницы попадут все, несмотря на то, из какой части КНР они приехали. Исключений не будет ни для кого, говорят врачи. Также, по их словам, в больницах и аэропортах созданы все условия для гостей и граждан страны. Для обеспечения контроля за всеми прибывающими из Китая людьми в городах Душанбе, Худжанд, Бухтар и Куляб и прочих городах подготовлены специальные места. Все прибывающие обеспечены там всем необходимым, в том числе горячим питанием. Там они находятся под неусыпным контролем медицинского персонала. Власти Таджикистана ранее сообщили, что в связи со вспышкой коронавируса наземное и авиасообщение с Китаем временно приостановлено и будет возобновлено, когда эпидемия в Китае пойдет на спад. Все, кто прибывает из КНР сегодня, это пассажиры транзитных рейсов. Нушерван Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Туркменистан также приостановил авиасообщение с Пекином и Бангкоком из-за коронавируса. Как сообщает информационный сайт turkmen.news, самолеты туркменских авиалиний не будут летать в эти города и обратно, по крайней мере, до апреля. Авиакомпания рассылает своим клиентам СМС-сообщения об отмене рейсов. Некоторые пассажиры, которые должны были лететь в Пекин в конце февраля, поменяли билеты на март, но позже им пришли сообщения, что им необходимо либо сдать билеты, либо поменять их на более поздний срок. Между тем, власти страны предпринимают меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. Пассажиров из Китая без признаков заболевания отправляют домой, но через день после прилета просят прийти на проверку. В аэропорту Ашхабада все работники ходят в масках, в самолетах стюардессы также раздают респираторы.
У кыргызстанцев, вернувшихся на родину из Уханя, симптомов заражения коронавирусом пока не выявлено. В минувшую субботу 18 граждан страны доставлены в Бишкек, все они находятся под наблюдением. Тем временем граница Кыргызстана и Китая остается закрытой. Подробнее расскажет Дарья Тимофеева. Эвакуированных кыргызстанцев из эпицентра распространения коронавируса Уханя доставили в больницу за пределами Бишкека. Как рапортует Минздрав, медучреждения соответствуют всем требованиям инфекционной безопасности. 18 человек находятся в отдельных боксах. В столицу они не вернутся до завершения инкубационного периода. Из Ухани граждан Кыргызстана при содействии казахстанской стороны доставили в Нур-Султан, а уже оттуда спецбортом в Бишкек, где их лично встречал министр здравоохранения. Медики уверяют, что все прибывшие чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день никаких признаков среди указанных лиц студентов не выявлено. Сейчас мы держим до 14 дней чисто по медицинским наблюдениям, для того, чтобы исключить какие-нибудь факторов, для того, чтобы не допускать данный вирус среди нашего населения. Это самая главная цель нашего Минздрава. Кроме подобных спецбортов, пока попасть в Кыргызстан из Китая никто не может. Правительство приняло решение временно закрыть государственную границу и приостановило воздушное сообщение. По информации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на сегодняшний день в стране подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано. На всех контрольно-пропускных пунктах республики в аэропортах городов Бишкек и Ош работают санитарно-контрольные пункты. Все лица, пересекающие границу Кыргызской Республики, проходят соответствующую проверку. При наличии характерных признаков и симптомов гриппа и ОРВИ помещаются в специальные палаты, где за ними ведется медицинское наблюдение. А вот в Фейсбуке тем временем появились вот такие рамки. Несколько молодых кыргызстанцев призывают так выразить солидарность Китаю в борьбе с эпидемией. В самих соцсетях флешмоб пока не набрал оборотов, но зато удалось заручиться поддержкой Министерства культуры. Об акции ведомство сообщило в своем пресс-релизе, чем многих смутило. Новость о флешмобе разлетелась и по государственным СМИ. Искреннее сочувствие и поддержку к китайскому народу также выразил министр иностранных дел. Чингис Айдарбеков в субботу встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Кыргызстане. Глава МИДа выразил особую благодарность за содействие коллег в решении вопросов относительно кыргызстанцев и высоко оценил действия соседней страны в борьбе с коронавирусом. Смотрите далее в нашей программе. Эксклюзивное интервью госсекретаря США Майка Помпео казахской службе «Радио Свобода» о притеснении мусульман в Синьцзяне, о правах человека в Казахстане и об американских приоритетах в Центральной Азии. Соединенные Штаты Америки имеют четкую позицию по этому вопросу. Где бы мы ни присутствовали, мы просим, чтобы к каждому человеку относились с достоинством и уважением, как они того заслуживают. Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня прибыл в столицу Узбекистана. Ташкент станет заключительным пунктом в его турне по Восточной Европе и Центральной Азии. В аэропорту Ташкента его встретил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Помпео и его коллеги из 5 центральноазиатских государств провели встречу формата Си-5+1. На встрече обсуждались вопросы безопасности, экономической интеграции среди стран Центральной Азии, экономические свободы и права человека. А в воскресенье Майк Помпео был в Казахстане. Там он поговорил с президентом Касым-Жомартом Токаевым, Ельбасы Нурсултаном Назарбаевым и главой МИДа Мухтаром Тлеубердием. Кроме того, Помпео встретился с этническими казахами из Китая, которые утверждают, что их родственники находятся в лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне. Майк Помпео дал эксклюзивное интервью журналистке казахской службы «Радио Свобода» Азатык Айгерим Талиухан, в котором обозначил четкую позицию по многим важнейшим проблемам Центральноазиатского региона. Мы предлагаем вам самые интересные его фрагменты. Правительство США наложило запрет на некоторые китайские компании и чиновников, которые имеют отношение к репрессиям в Синьцзяне. Тем временем Казахстан и ряд других стран, чьи этнические меньшинства находятся в Синьцзяне, говорят, что это внутренние проблемы Китая. Вас это не волнует? Что вы сказали президенту Токаеву о проблемах в Синьцзяне? Соединенные Штаты Америки имеют четкую позицию по этому вопросу. Где бы мы ни присутствовали, мы просим, чтобы к каждому человеку относились с достоинством и уважением, как они того заслуживают. Правительство Казахстана проделало хорошую работу. Они не вернули людей обратно, как того требовало правительство Китая. Мы рады этому. Но мы знаем, что это проблема, которую нужно решить. Базовые фундаментальные права человека важны. В Казахстане состоялись первые президентские выборы, когда Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия в прошлом году.
1000 людей были задержаны во время и после этих выборов. Правозащитные организации осуждают историю правонарушений Казахстана. Каковы обязательства США по улучшению ситуации с правами человека в Казахстане? Мы привержены этому всегда и везде, по всему миру. Мы наблюдаем реальные улучшения здесь, в Казахстане. Мы видим, что новое правительство стремится к изменениям, которые могут стать реальными реформами. Вы можете это видеть сами. Вы можете наблюдать, как сюда приходят американские компании, потому что условия здесь улучшаются. Происходят настоящие реформы. Американские компании не будут приезжать и становиться частью стран, в которых нет верховенства права, уважения к людям, всех тех вещей, которые создают страны, уважающие права человека. Как мы видим, американские компании сами принимают решение приехать сюда. Я думаю, казахстанцы тоже могут увидеть, что происходят реальные изменения. Они должны требовать изменений. Им нужно продолжать об этом говорить. Мы надеемся, что эти улучшения продолжатся. Что конкретно вы планируете сделать для того, чтобы улучшить положение прав человека в Казахстане? Мы работаем над этим. Каждая нация должна сама получить это право. Люди этих стран должны идти к своей цели. Со своей стороны мы оказываем специальную поддержку. У нас очень много программ для этого. Думаю, вы, как журналист, знаете, какую большую работу проделывает Госдепартамент США по организации тренингов для журналистов и обеспечению свободы прессы. Все эти вещи и составляют гражданское общество внутри страны. И мы глубоко привержены этому. Мы здесь, чтобы помочь, и мы продолжим это делать. Каковы приоритеты в Центральной Азии на сегодняшний день? Достижение мира и сотрудничества в Афганистане, борьба с религиозным радикализмом или что-то другое? Все вместе. Мы хотим процветания в Центральной Азии. Мы хотим, чтобы каждый из народов этого региона был независимым и суверенным. Мы хотим, чтобы они развивали свою уникальную культуру, отражающую их идентичность. Поэтому мы работаем вместе с ними, чтобы всего этого достичь. Мы обеспечиваем Центральную Азию настоящими американскими ресурсами, чтобы этого достичь. И мы продолжим находиться здесь. Поговорим о платформе S5+1. Какое будущее у этой платформы при нынешней администрации США? Я думаю, что она уже показала себя достаточно важной. Мы собираемся завтра. Будем говорить о разных вещах, о вопросах безопасности, об экономической интеграции среди стран Центральной Азии, о том, как каждая из этих наций может преображать свои страны, чтобы создавать условия для улучшения прав человека, для улучшения экономического климата, для больших политических свобод. В вашем декабрьском пресс-релизе вы говорили, что права человека станут одной из тем обсуждения с политической элитой Казахстана. Могли бы поделиться деталями, о чем конкретно вы говорили на тему прав человека в Казахстане? Я никогда не озвучиваю детали разговоров, которые у меня были. Но на пресс-конференции мы говорили об условиях, в которых находятся права человека не только здесь, в Казахстане, но и в Центральноазиатском регионе. И мы дали им понять, что Америка в этом поможет. Мы хотим убедиться, что преобразование продолжится. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире. Добрый день. Ты должен быть в первую очередь понятен своим избирателям. Все довольные голосуют за Путина. Все недовольные голосуют за Жириновского. Василий, скажите, а откуда у вас такие амбиции? В будущем, Василий Максимович, планируете стать президентом? Мужа мне предложили. Семья не была религиозна никогда. Для всей семьи был шок, когда я приняла ислам. Что-то категорично прям отвернуло от меня родители, но перестали со мной папа, мама общаться. То есть я все зацепила в своей жизни, да, до ислама. Сказать себе, что я целеустремлена, у меня целей никаких нет.